Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Наш в UFC Григорий Попов стал первым якутским бойцом, который заключил контракт с крупнейшей в мире организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам. Титулованный файтер дебютирует 8 июня на турнире 238 в Чикаго. Его оппонентом станет опытный боец Эдди Вайнленд, за спиной которого более 35 выступлений на профессиональном уровне. Американский атлет, выступающий в легчайшем весе, по состоянию на апрель 2017 года входил в десятку сильнейших официального рейтинга UFC. На его счету 23 победы и 13 поражений. Что же касается нашего спортсмена, то за свою карьеру в ММА Григорий Попов одержал 12 побед и потерпел лишь одно поражение. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Организация проводила опрос в соцсети. Голосование проходило совместно с телеканалами Матч ТВ и Матч Премьер. За Дзюбу проголосовало 62,1% опрошенных. Это 28 155 человек. В 24-м туре «Зенит» в гостевом матче обыграл Краснодар со счетом 3-2. Дзюба оформил дубль. Причем второй гол, ставший победным, 30-летний нападающий забил на 5-й добавленной минуте второго тайма. Отмечу, что в турнирной таблице чемпионата «Зенит» занимают первую строчку, набрав 51 очко, и опережает идущего вторым московский «Локомотив» на 8 очков. Они же откроют 24 апреля 25-й тур премьер-лиги. До конца напряженного сезона командам осталось провести еще по 6 матчей. У «Зенита» уверенное лидерство. А вот за две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов борьба будет сильной. «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» в оставшихся турах постараются решить эту задачу. В нижней части таблицы не так много шансов на спасение осталось у «Енисея». Заметно осложнил себе задачу и «Анжи». Уфа заметно отстает от спасительной 12-й строчки на 7 очков, а основная борьба пойдет на то, чтобы не оказаться 13-м. «Рубин» и «Урал» опережают идущих на этом месте «Крылья Советов» на 3 очка, а «Динамо» всего на 1 балл. В Мирном завершился первый этап финала спартакиады трудовых коллективов. За первенство по настольному теннису, стритболу, шашкам, плаванию, гиревому спорту и фитнес-аэробике боролись спортсмены из Айхала, Удачного, Ленска и Мирного. Второй этап финала пройдет в конце мая. О том, какая команда лидирует после первого тура соревнований, в материале наших коллег. Открыли финал спартакиады «Алроса» соревнованиями по фитнес-аэробике. В этом году спортсмены алмазной компании впервые пробуют свои силы в этом виде наряду с киберспортом. Удачническая команда по фитнес-аэробике вышла на паркет не в полном составе. Вместо заявленных 6 в Мирный приехали только 5. Но это не помешало им занять второе место. На самом деле мы это очень любим. Мы любим спорт, любим нашу команду, нам нравится друг с другом заниматься. Мы же общаемся. Это же здорово, когда мы здоровы, а когда мы здоровы, мы красивы. На первом этапе финальных соревнований сборную ленской площадки представил 21 спортсмен. Это работники дочерних предприятий и структур компании «Алроса». По сравнению с командами Айхальского, Удачнинского и Мирнинского комбинатов, их количество участников было наименьшим. Однако ленчане показали свое мастерство в шашках. Здесь они заняли 3-е место. Оторвать людей от производства, в первую очередь, из рабочего места, из-за компьютера, из-за руля, так скажем, автомобиля. Это только энтузиасты, это те люди, которые неравнодушны к своим предприятиям, к видам спорта, которые они представляют. В первом этапе финала спартакиады «Алроса» сильнейшими стали спортсмены сборной трудовых коллективов города Мирного. Они заняли первые места во всех видах, кроме гиревого спорта. На втором месте пока команда Удачнинского комбината. И на 3-м месте идут спортсмены из Мирнинского ГОКа. Второй этап финальных соревнований пройдет в конце мая. Там спортсмены алмазной компании будут состязаться в легкой атлетике, соревнованиях спортивных семей, волейболу, мини-футболу, киберспорту, перетягиванию каната, шахматам и армспорту. Сильнейшие спортсмены «Алроса» примут участие в 4-й спартакиаде трудящихся республики, которая пройдет в начале июня в Якутске. Напомним, что 4 года назад команда акционерной компании «Алроса» стала ее победителем. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Британцы обожают соревноваться в таскании различных тяжестей. То жен переносят, то устраивают забеги с мешками угля. Причем последнее увлечение за последние полстолетия превратилось в международный турнир. Подробности в материале Алены Островской.
Взвалить на плечи тяжеленные тюки и припустить вверх по склону – не такая уж безумная идея для жителей английской деревни Готторп. В понедельник здесь прошел 56-й международный чемпионат по бегу с мешками, полными угля. Женщины тащили на себе по 20 килограммов, мужчины – по 50. Длина дистанции была 1 километр. Участники признаются, испытание – это то еще. Это ужасно. Все ждешь, не дождешься финиша. И когда ты видишь черту, взбираешься на последний склон, слышишь, как люди кричат твое имя, немного поднажимаешь, и вот он ты, добрался. А потом наслаждаешься пивом. Легенда гласит, что традиция забегов после Пасхи родилась в местном пабе в 1963 году. Один из посетителей упрекнул другого в неспортивной форме. Кутила почувствовал себя оскорбленным и предложил помериться силами вот таким способом. В этом году победителем забега среди мужчин вышел фермер из Даррама Эндрю Корриган. Он справился с дистанцией за 4 минуты и 32 секунды и получил в качестве приза 750 фунтов стерлингов. Ему не хватило 26 секунд до рекорда. Среди женщин победа досталась Дженни Мастер. Она отстала от Корригана всего на 10 секунд. Это были новости спорта. Всего доброго.